Еврорадио.ФМ. Усім прывітанне. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 3 жніўня у Мінску, дакладней пад Мінскам, пройдзе традыцыйны вялікі рок-фэст «Рок за баброў», і сёння фестываль аб'явіў першых хедлайнераў. Гэта расійскія зоркі Мумі-троль, Баста і Літл Біг. Адзін з арганізатараў фэсту, Руслан Старыкоўскі, сёння наш госць. Прывітанне, Руслан. Добрый день всем. Мы яшчэ чакаем Александра Косаша, таксама арганізатара, але вось ён нешта спазняецца, так што не здзіўляйцеся, калі тут побач з'явіцца яшчэ адзін чалавек. Слухай, як толькі вы аб'явілі хедлайнераў, я вось па сваёй ленце ў Фейсбуку адразу бачу, што пачынаюць казаць: «Божа, Баста, божа, там, Літл Біг, які рок, што гэта такое?» Что можешь сказать? Да, все началось, да, вот как бы утро у меня такое бурно-смешное. Я вообще для себя открыл такую интересную вещь. Ну, мы на самом деле, когда организуем фестиваль, очень многие вещи смотрим, ну, так как там в Европе, в Америке эта культура уже развита там десятилетиями, да, у нас только вот она вот выходит на какие-то... Делаем так, как делают они. На самом деле понятие рок-музыки, оно размылось уже, наверное, последние лет 10, и на там буйнейших рок-фестах, можно встретить Эминема, Леди Гагу, все что угодно. И я даже смотрю, ну, берешь там ленты, комментариев, там чатов, западных, там, европейских чатов, там вообще нету, даже такого обсуждения не существует. Это вот какой-то у нас, не знаю, то ли пережитки реально вот это вот какого-то совка, когда вот это мы делились, там, металлисты, волнисты, и вот оно как-то вот сейчас перешло в это, то есть люди не, ну, мы не говорим о качестве артиста, хотя я вот там кому-то задал очень простой вопрос: назовите мне, ну, круче рок-балладу за последние, ну, имеется русскоязычную, там, белорусскую даже мовную, за последние 10 лет круче Сансары и Басты. Это рок-баллада, это классическая рок-баллада, это не рэп-песня, то есть это классическая, причем там даже, ну, там же и Арбенина, там много, Скляр, там все вот... смысловые галлюцинации в этой песне. И вот все, сразу, ну, молчание. То есть я понимаю, я сам, ну, любитель вот этого всего, фанат. Вот даже как Дима Шунин, вот ваш коллега с Авторадио, да, да, который рок, он вообще, он фанат всего, вот ЖЖЖ, Металлики, там, AC/DC. Его сын затянул на концерт Литл Бига. Это понятно, это рейв-культура. Но он мне даже позвонил, говорит: слушай, ну вот если вы не возьмете, вы будете дураки, потому что по драйву, вот именно потому, что вот, ну, прет со сцены, ведь рок же он в этом, это именно свобода эмоций, свобода восприятий. Очень много нафталина сейчас в роке осталось, даже то, ну, то, кого мы уважаем, любим, и там и слушали там в 90-е, даже в нулевые, оно уже не качает так. Да, понятно, что мы и такие имена зовем, мы, ну, на любой густ у нас артисты, но вот эта вот претензия именно какая-то такая формальная, что вот у Басты, во-первых, тоже музыканты на сцене живые, и, ну, то есть поет он живую, то есть у нас же, ну, мы же не берем там, ну, поп-зорок, которые там, ну, просто, да, фанерщиков, то есть это все равно, ну, это культура, ну, я говорю, я бы в рок не вкладывал позицию, вот, что обязательно барабанщик, 2 волосача там с гитарами, да, и вот это рок. Вот. И нам достается, еще раз, почему достается, мы же знаем, когда мы, ну, ведем переговоры с артистами, ну, так нам получается где-то убедить, где-то действительно наш фестиваль вышел, ну, скажем, в СНГ, он котируется очень сильно, это факт. И понятно, что артист волен выбирать. Получается, он выбирает «Рок за бобров», получаем шишки мы. Хотя, ну, я не буду называть другие фестивали, да, заслуженные, именитые, которые нас все время там сравнивают. А вот у них там, вот, а вот они там то-то. Вот. Но все забывают, во-первых, самый главный факт, что мы, наверное, единственный фестиваль, где большое количество наших белорусских звезд, хотя это коммерческие, ну, мы все понимаем, да, то есть любая привозная звезда, независимо, это Украина, Европа, Россия, она более коммерчески успешна. Ну, так устроен рынок. Мы, когда берем даже молодые коллективы или даже белорусские, там, ну, заслуженные наши, мы их также рекламируем, как, то есть у нас нету, как вот многие как пишут, там, звезда и другие, да, то есть у нас мы максимально даем платформу, как и нашу рекламную площадку для того, чтобы артисты о себе заявили. То есть, например, наши, ну, там, уже друзья фестиваля, группа «Дай дорогу», ну, она у нас идет вообще как в принципе. Вот мы и считаем их одних из... Я на сёлета так само будуць?
Мы сподеемся, то есть пока еще да, в стадии все переговоров. Но, во-первых, у нас еще есть такой, как называется, принцип, мы вот так дозируем, открываем имена. Это такая, опять же, коммерческая фишка, которую мы тоже подсмотрели на Западе. И вот я хотел похвастаться, то есть у нас была первая слепая продажа. Это когда мы не объявляем вообще, кто будет. Говорим, вот покупайте билеты. Мы продали почти 5000 билетов. Гэта было летась. Вот сейчас вот. Зараз? Я вот сейчас вот за 2 недели, там за несколько дней, то есть мы буквально, это было когда 16, 2 недели назад мы объявили вот слепые продажи, и вот до сегодняшнего дня мы продали около 5000. То бок, якби людзі вам все ж давяраць пачынаюць. Да. Ці ўжо давяраюць? Мы надеемся, что все-таки те, кто приходит к нам за настроением и за вот драйвом, мне кажется, мы их полностью как бы выполняем. Понятно, что огрехов хватает, и мы, на самом деле, у нас вот фестиваль заканчивается, да, там даже в отпуске не едем, мы там 2-3 недели изучаем, говорит, что не понравилось, то есть, с негативными, то, что все равно... Працуйте с комментариями негативными. Да, и чтобы это учесть вот, с каждым годом. И на самом деле, там, если там первый год, я имею в виду, когда вот мы вернулись на Боровую, там действительно были там проблемы с туалетами, да, то сейчас их просто даже, оно не поднимается. Вот. Хотя вот в том году было 45 тысяч людей, но не было ничего. То есть вот там входы были какие-то нюансы, потому что надо по безопасности все людей проверять их там на наличие. И вот с какими-то моментами мы постоянно их усовершенствуем. Слухай, калі яшчэ вярнуцца да лайнапу, так? Нядаўна на «Медузе» выйшаў такі артыкул, які сцвярджаў, што вось эпоха Мумітроля і Земфіры ўжо мінула, а вы клічаце якби Little Big, новых героев и старых героев. Потому что, говорят, на вкус и цвет. Все равно, смотрите, это на самом деле обычная коммерческая история, да. Если мы будем бить в одну сторону, например, да, там берем вот 10 современных звезд, да, которые там все там молодежь от них, и придет одна молодежь. Но ведь задача фестиваля это поколение. Ведь есть люди, которые группа может уже даже и практически не существует, а он ее слушает и говорит вообще вот все, что происходит сейчас. Опять же, любая рецензия молодого артиста, вот Тима Белорусских, гордиться надо за это. Я понимаю, что можно там спорить о качестве материала, который он делает, все, но парень, просто простой парень, который, он, по сути, у него эффект Эда Ширана, я называю. Как вот, понятно, что Эд Ширан там серьезный шоу-бизнес и все, но смысл в этом. То есть открываешь там вот как Яндекс.Музыку, да, там из 10 там топовых песен, да, там почти весь альбом его прям, топовыми песнями забит. Это круто. Вот, это круто. Но, опять же, почитать, кто это, я вообще и слышать, и слушать не буду. Вот у нас как-то вот нехватка солнца сказывается, мы понимаем. Поэтому. Так, тотальный шэры колер. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, адзін з арганізатараў фестывалю «Рок за баброў» Руслан Старыкоўскі. Сёння фэст аб'явіў першых хедлайнераў. Гэта Мумітроль, гэта Little Big і Баста. Ты кажаш, што штогод, пасля таго, як мінае фестываль, вы сядаеце ў першы ж дзень фестывальны, пачынаеце маніторыць усе хібы, вось пра тое, што пішуць. Што сёлета будзе змененае? Вось якая хіба была вось такая найстрашнейшая для публікі ў минулым годзе, и што вы будете абавязкова мяняць? Да, были проблемы с водой. Это правда. Мы максимально решали, как это могли, по крайней мере, никто у нас от жажды там ни обморока, ничего не было. Даже и поливали людей сверху, то есть у нас 2 машины стояли поливальные. Вот, там была только проблема, мы даже хотели бы эту воду бы и отдать пить, но по закону, то есть там санэпидемстанции надо было вот эти вот машины питьевые там обрабатывать дополнительно, потому что мы их брали как поливальные машины. То есть поэтому мы решили сделать вот на фудкортах именно отдельные точки для продажи просто питьевой, просто воды, потому что это на самом деле это радует, несмотря на то, что мы видим там рейтинги, что люди там потребляют там крепкие напитки, там все такое наше, да, то есть у нас вот эта культура, на нашем фестивале вот эта пивная культура, она очень клевая, то есть у нас вот нету вот этого
чтобы в конце фестиваля, да, под руки там людей там выводили и прочее. То есть идет вот умеренное потребление там пива и, соответственно, там прохладительных напитков. То есть нам тоже это нравится. Но это, опять же, наверное, в плюс того, что у нас интересно. Вот. Потому что обычно, вот, если там взять любую там дискотеку, да, которая там беспросветную, да, люди там заливаются водкой, чтобы, ну, забыться там или не знаю. То есть тут хочется действительно, ну, в хорошем просто там настроении, там, с хорошим там холодным пивком, действительно там, посмотреть рок. Чым апроч музыкі збіраецеся сёлета забаўляць публіку? У нас каждый год мы делаем, у нас есть там специальные агентства, рекламные ивент-агентства, которые вот именно делают все, чтобы человек, который пришел, может, купил билет только вообще ради одного артиста. Вот. И а фестиваль длится там 10-12 часов. В этом году, вот, наверное, будет, да, до часов 12 длиться. И понятно, что, ну, стоять у сцены даже физически невозможно. Поэтому у нас обычно как идут зоны активности большие, то есть это или партнеры строят, ну, какие-то развлечения, иногда у нас там рок-парки делаются, аниматоры работают, зоны отдыха, то есть мы там этих мешков накидаем, на которых люди могут просто лежать на траве, все. Ну, скажем, скучно точно у нас, ну, никогда. То есть вот, говорю, из всего, что мы получаем, говорю, вот после там негатива, он, в принципе, он такой бытовой. Вот. Ну, это, опять же, мы работаем. Я думаю, что нам очень хочется верить, что вот прям вот этот год будет прям показательным. И вот прямо там у меня еще день рождения 3 августа, я хочу 4-го открыть, прочитать, что вы молодцы, и там поехать куда-то там на неделю просто там отмакать. Ты думаешь, увогуле ёсць такая верагоднасць у Беларусі правесці ідэальны фестываль? І ці можа быць увогуле ідэальны фестываль? Это сложность, я думаю, в чем сложность? Во-первых, еще раз говорю, у нас такая культура, это растет, но у нас, скажем, вот это психологическое желание иметь сразу все и комфорта, да, вот конформизм, он растет гораздо быстрее. Ну, технологии позволяют, да, то есть мы уже можем с телефона все себе заказать, там, еду, одежду и все на свете. И такое же требование к фестивалям. Я присутствовал на первых фестивалях там в Боровой, когда там была только сцена. Там не то, что там и стояло пару каких-то лотков, там, ну, чаевых, которые чай заканчивался, и все. И то есть, например, там ты просто ничего не можешь не купить. Там по колено в грязи, потому что там пришли дождь и все. Но и люди все равно там, ну, во-первых, не было, наверное, сетей, да, то есть куда-то там, ну, жалобы там кидают. Но как-то все равно там видишь, там более счастливые люди. Сейчас, конечно, человек, ну, так он устроен. Это, вот. Еще раз говорю, что Беларусь, уникальность именно, вот почему люди там с улыбками-то не так много на улице ходят, именно, ну, малое количество солнца, отсутствие моря, соответственно, морепродуктов. И вот это очень, на самом деле, простая причина. Грае роль. Мы зараз перервемся на невялікую паузу. Нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё адзін з арганізатараў фестывалю «Рок за бобров» Руслан Старыковскі. Не пераключайцеся. Тишиня, мы застанемся, хоть из нас протягнет этот квест. Мы застанемся.
что улыбаются. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У вёсцы Глушкавічы Лельчыцкага раёна з'явіўся велізарны снегавік з бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня, вышынёю 5,5 метраў. Здымак снежнага волата і 8 маладзёнаў з'явіўся ў сацыяльных сетках 31 снежня. Еўрарадыё пагутарыла з Віктарам Снегурам, адным з аўтараў снегавіка. Віктар у размове з Еўрарадыё сумняецца, што іх снегавік стане прычынай пакарання, як у Брэсце, дзе жанчыну аштрафавалі за тое, што яна зляпіла снегавіка з лістоўкамі супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Тым больш, што снегавіка Снегур з сябрамі паставілі на прыватным падворку. Еўрапарламент большасцю галасоў прызнаў апазіцыйнага лідара Венесуэлы Хуана Гуайда прэзідэнтам краіны. Паведамляе прэс-служба заканадаўчага органа Еўрасаюза. Аднак выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Гуайда прызнаны да правядзення новых свабодных і празрыстых выбараў. У той жа час ЗША заявілі пра недапушчальнасць разрабавання Венесуэлы і заклікалі Расію не ўдзельнічаць у здзелках па набыццю Каракаса запасаў золата і нафты. Мяса з польскай скатабойні, якая знаходзіцца ў острове Мазавецкі, дзе прайшла тэрміновая санітарная праверка, імпартавалі ў 11 краін. Між тым устаноўлена, што ў гэтай рэзні забівалі хворых кароў. Падазрэнні ўзніклі, калі ў інтэрнэце з'явілася адпаведнае відэа. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз усім прывітанне. Гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава і Руслан Старыковскі, людзі ў сінім, сёння ў жывым эфіры. Руслан – адзін з арганізатараў рок-фэсту «Рок за баброў», які пройдзе 3 жніўня традыцыйна на Баравой пад Мінскам. Руслан, вось ты у мінулай частцы сказаў, што як бы заўсёды хапае нейкіх такіх бытавых прэтэнзіяў у наведвальнікаў да фэсту. Мне падаецца, што гэта, відаць, звязана з тым, што беларусы пачалі лепш да сябе ставіцца. Так вот, говорю, это в этом, на самом деле, большой плюс, потому что нам есть к чему стремиться, потому что мы были бы расслабленными, ну, вот, а так мы совершенствуем. Более того, приезжающие там, у нас есть какой-то процент людей, приезжающих из соседних стран, они вообще просто в восторге. То есть, на самом деле, вот этот уровень белорусов, к которому мы тянемся, он уже там, ну, скажем, там, особенно восточные там страны, восточнее нас, они... Даже украинцы, кстати, отмечают, что, блин, вау, на самом деле, все хорошо организовано, все супер. Вот. Поэтому... Просто говорю, что мы немножко, бывает, что не успеваем, но это, еще раз говорю, это такие... Есть обычная стандартная формула, да, там, где есть 100 человек, всегда будет там 2-3 недовольных. Ну, можно 45 тысяч, ну, отсотков этих там посчитать из них и понять, что, понятно, что там 200, 300, 500 человек, а негативы, люди же, которые счастливы, редко, ну, это вот у меня там друзья, которые там турфирмами владеют, та же самая история, да, вот они отправят там 1000 туристов за год, все довольны, ну, нюансы есть, но вот эти там 10-20, которых что-то были недовольны, вот они будут... Страшить. Да, страшить, и да, вот поэтому... Просто мы не умеем, это очень красивую мне фразу сказали, что это не касаемо нации нашей, нашего народа, вообще человек, что мы не умеем сорадоваться, то есть сопереживать все умеем, когда что-то сдарилось, там вот это все объединяет. Но вот за чужой успех особенно, там, вот. Потому что одна из тоже причин, это абсолютно адекватно, что когда мы вышли, пресса именно в том, что, блин, столько людей собрали, ну, молодцы, действительно, ну, буйнейший белорусский фест, отрымался, а все равно, у них так столько людей, там столько денег заработали, вот, и давай вот это все.
Ясна, слухай, ну вось лічба, так, 45 тысяч. Ці збіраецеся вы яе павялічыць у гэтым годзе? Скажем так, мы-то в том году не были готовы к этому количеству, то есть мы рассчитывали, то есть надеялись там на 25-30 тысяч, то есть вот, и в принципе... Додруковывали квитки? Нет, квитки, это ж не как вот место, там, портер там в зале, да, то есть есть билетный оператор, он может, то есть мы не останавливали продажи, продавали, и большое количество было именно последних дней, потому что люди все-таки, кто-то думает о погоде, наверное. У некого нема грошей. Да, до последнего, вот. Но опять же у нас вот именно стимул такой, что чем раньше купишь, тем это будет дешевле. То есть мы не обманем с лайнапом, то есть мы говорим, что это будут лучшие артисты, и, даже это показывает. То есть да, мы можем там спорить о стилях, о вкусах, но то есть мы не везем действительно какой-то вот, совсем уже нафталин, да, как говорят. Ясно. Слухай, 35 уже рублёў, так? Каштуе уже квіток зараз. 35. Наколькі все ж беларусы зараз, такі, можа быць, не самы багаты час у нашай краіне, гатовыя аддаваць гэтыя 35 рублёў? Мы сейчас посмотрим, то есть вот когда были по 25 рублей, да, то есть около 5000 были, готовы даже отдать их, по сути, просто так, да, то есть не зная, что их ждет, может кто-то там вообще негативно относится к какому-нибудь артисту, а тут раз он купил, а ему говорят, а вот он и едет. Вот, придется уходить куда-то за забор, чтобы уши закрывать, не слушать его. Так как есть у нас вообще концертная эта индустрия здесь существует, помимо наших фестивалей, но почему-то готовы же платить и там по 50, и по 100 рублей за любимого артиста, когда идут какой-то там зал. Вот. Например, попса вообще она может позволить себе. То есть для меня вот эта загадка, я в принципе понимаю, что у нас вот эта эстрадная культура, я не знаю, как ее отсюда выжечь. Опять же, я не предлагаю, не агитирую. То есть, каждый волен слушать то, что он может, но на поп-музыку действительно билеты там и по 200, и по 300 рублей. И как-то вот ходят, это же белорусы идут, это же не то, что там какие-то инопланетяне прилетели там на концерт, не буду говорить, какой-нибудь там шансон там звезды там или поп, да, то есть они заплатили эти деньги, и, это их выбор. Вот. Что касается нашего мира, понятно, что мы бы хотели, опять же, не жадность какая-то или не то, что там заработать денег, конечно, мы хотели бы, чтобы была платежеспособность, вот если так мы смогли платить за рок-фестивали, понятно, что у нас был уровень звезд, был просто бы, конечно, другой. Потому что на лето получить топовую рок-звезду, две есть проблемы. Они, во-первых, расписаны, то есть, очень много буйнейшие фесты, там, Европа, Германия, там, Голландия, в принципе, там, Англия, Америка, опять же, США, много фестивалей. И там гонорары, даже артист, который там можно было, там, если, например, вот в сезон договориться, когда там осенью, да, зимой, весной, еще можно там говорить там $500 тысяч, $800 тысяч, то лето там ценники начинаются от миллиона и доходят даже там, условно говоря, там Металлика 2-2,5 миллиона, там Бон Джови может 3 миллиона попросить. Но это просто нереально, мы же не благотворительный фонд. Вот. И мы понимаем, что вот если такую звезду брать, надо действительно делать билеты, хотя бы от 50 евро. Вот. И, в принципе, мы даже вот тут, не буду говорить, портал один проводил именно сравнительный анализ, да, ценов на билеты, скажем, фестивалей там просто. То есть, например, вип-зоны есть на фестивале, где продают людям по 700 евро, по 1000. Там. Это правда. То есть нельзя говорить, что вот мы тут пытаемся как-то заработать лишнее. Мы хотели бы просто иметь, конечно, вот возможность возить более крутых артистов. Не унижая тех, кого мы везем, но мы понимаем, да, все-таки хочется западной культуры, вот этой вот мировой культуры, но это просто наша мечта. Да. Надеюсь, когда-нибудь у нас это все... То бок сёлета гэта яшчэ не будзе рэальнасцю, толькі ў марах. Все сейчас посмотрим, может, что-то и... говорю, мы, во-первых, не открываем лайнап никогда, во-вторых... Да, если бы у нас был какой-нибудь сейчас буйный западный, то он бы сегодня был объявлен, это правда. Ясна. Слухай, тое, што ў Беларусі з'яўляецца ўсё больш і больш фэстаў, ці ўсё ж не перашкаджае, напрыклад, жыццю такому буйному фэсту, як Это супер. Я думаю, что даже благодаря этому и мы растем. Во-первых, это именно фестивальная культура. Люди начали понимать, что вот можно просто ходить на такие мероприятия. Потому что даже по нашему фестивалю, я на самом деле принимаю участие 4-й год, да, то есть я не все годы, хотя, опять же, будучи менеджером
там разных артистов. Я на нем был и на самом первом «Рок за Бобровье», еще когда в Бобруйске он проходил. И я понимаю, что это тоже один из стимулов. Ведь, говорят, конкурентная среда, она рождает. Вот. И когда ты один в поле воин, ну, во-первых, люди еще не привыкают к этому. Так, действительно, вот мне очень нравится то, что у ратуши начало происходить, вот эти джазовые, классические вечера. Это вообще, мне кажется, вот одна из тех вот вещей, которая приведет наш народ, нашу нацию к восприятию правильной музыки. Я не против, слушайте все на свете, но там, я действительно говорю, что наш там телевизор, он забит. Я вообще, конечно, не могу судить, потому что я вообще не смотрю, но то, что я делаю выборку для себя, понятно, в YouTube можно посмотреть там песню года Беларуси, да, и мне это страшно смотреть. Я считаю, что это при всем уважении тех, телемузыкантов, артистов, которые занимаются музыкой, но мне кажется, многие из них просто сделали неправильный выбор в своей жизни. И они в любом случае от этого пострадают через какое-то время, когда они, мне больно встречать артистов там в санаториях, там за 3 копейки развлекающих там бабушек, да, то есть вот, потому что у них, нету возможности. И мы при этом, что дают фестивали, ведь у нас большое количество рок-коллективов подвальных, я их называю, это подвальный культура, потому что как раз она не может попасть вот в эти все телевизоры. Слава богу, сейчас уже не надо, есть ютубы. Вот. Но я имею в виду, что все равно какой-то был вот период очень долгий андерграунда, да, то есть все равно появляются у нас пивные бары, какие-то вот, площадки, где играет живая музыка, и, в принципе, она вытеснила, сейчас даже в рестораны заходишь, там играет живая музыка, то есть вот, поэтому мне кажется, что вообще у нас все будет хорошо, и поэтому и рост фестивалей, и количество, и их количество, это только говорит о том, что мы идем правильно, потому что на этих фестивалях всегда играет хорошая музыка, вот обратил внимание, да, что у нас там, не называя имен, то есть, не попадаются. Понятно, что дни городов всегда остаются, это еще вторая боль нашей страны, да, то есть то, что происходит в регионах, когда, в 21 веке не существует музыкального оборудования. То есть ты приезжаешь в другой город, и тебе говорят, что, Райдер, у нас нету барабанной установки. Как нету? То есть у вас город, в котором живет там 300 тысяч людей, у вас нет барабанной установки. Она есть, но ее надо брать в аренду. То есть вы там Дом культуры, Министерство культуры, Управление культуры, вы не можете обеспечить. Поэтому это уровень культуры и есть, потому что это само по себе, оно не предусмотрено. Почему куча рок-групп по всему миру? Да потому что в каждой школе есть рок-группа, ты пришел, там играешь и все. Это... Вот, собственно, поэтому не то, что говорю, что вот прямо и наш фестиваль, вот мы такие молодцы и прочее. Да, это в первую очередь коммерческий фестиваль. Но, опять же, мы не заставляем, мы же не ходим по профсоюзам и заставляем покупать людей билеты на наш концерт. Калі наступная объява артистов отбудется? Мы всегда, это ближайшее, я думаю, навряд ли это больше, чем месяц пройдет, то есть мы всегда даем возможность, то есть, скажем так, насколько быстро выкупится тот лимит, который мы примерно для себя представляем относительно, вот. Я не занимаюсь, скажем, там, финансово-бухгалтерской вот этой всей историей, то есть, поэтому так вот прям точно сказать, какой день и сколько мы сейчас должны продать, чтобы вот снова заявить следующих артистов, я думаю, что да, в течение месяца мы объявим уже следующих. Да, поэтому, поторопиться стоит. Я имею в виду те, кто вот уже вот их устроил, например, там, фанатов Басты, там, Little Big или Мумитроля, которые уже знают, что вау, это мой артист, то вот не тянуть, потому что потом объявятся следующие, которые, может, им не нравится, а им придется платить дороже. Дякую, Руслан Великий, що завітав до нас. Я нагадаю, що гостем сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо став Руслан Стариковський, один з організаторів рок-фестивалю «Рок за Бобров», який відбудеться 3 жніўня на Баравой ля Мінска. Так што набывайце квіткі, яны сёння ўжо каштуюць 35 рублёў, а хедлайнеры таксама названыя сёння гэта Баста, Little Big і Мумітроль. Чакаем наступных імёнаў. Шчасліва.